Добрый день. Мы в Сочи. Пришли в гости к бренд-шеф-кондитеру ресторанной группы «Лондон» Зухре Карамановой, чтобы понять, каким образом можно положить в тонкое тесто очень много мака. Другими словами, сделать маковый штрудель. Вы не поверите, сколько там много мака. На самом деле секрет все в тесте. Это венское тесто для настоящего венского штруделя. И секрет в том, что это тесто его нужно очень хорошо замесить и выдержать в растительном масле. Там вода, мука, соль, сахар в растительном масле. Поэтому этот штрудель может быть и постным, если очень захотите. Люди, которые не очень могут работать с тестом, они могут побольше размотать. И все. Начинайте вытянуть. А сколько ему нужно полежать в масле? Ну, хотя бы, вот вы хорошо затянули, это я вам уже секрет сейчас рассказываю. Хорошо замесили, обмазали немножко растительным маслом и завернули в хорошо свернутый пакет. И там он хотя бы 30 минут должен полежать. На основе такого способа делают еще лагман на Востоке. Да, он может тянуться, чем больше постоит, он просто сейчас у нас немножко холодное, а когда оно теплое, оно прям тянется. Прозрачный. Потихонечку края. Можно тянуть и тянуть. Дома хозяйки могут делать и сладкие штруделя, и завернуть в такое тоненькое тесто вкусную мясную начинку, овощную. Я срезаю кончики, чтобы внутри нам не попадалось более плотное тесто. Смазываем это топленым сливочным маслом. Мы его специально купим, чтобы появился запах карамельки. И тогда это очень-очень вкусно. Сейчас мы сделаем немножечко наполнитель, потому что теста действительно очень мало. И во все штруделя венские мы всегда добавляем прослойку. Конкретно сейчас это бисквитное тесто. Но бисквит просто промолотый. Да. Заполняем где-то 1/3. Можно миндальной мукой, можно орехами. Маковая начинка у нас готовая. А что с ним? Мы его варили в молоке, долго перетирали, и вот у нас получилась готовая маковая начинка. Здесь уже у нас сахар, все есть. Вот это все поместится? Конечно. Если честно, я не очень люблю так много мака. Вот в маковом дрожжевом рулете мне больше нравится. Ну, наши гости очень любят. Здесь у нас холщовая тряпочка. Накидываем. Когда тесто смазано маслом, оно еще больше тянется. Закрепляем. И вот здесь уже вы не бойтесь. Нажали. Закручиваем. Чем плотнее закрутите, тем ровнее их лучше будет штрудель. Меня бросит. Какое соотношение теста, то есть раскладка к маку? Сколько грамм теста на сколько грамм вот здесь вот у мака? нас было 250 теста и 800 грамм мака. Но у теста еще есть обрезки, хвостики, кончики. То есть в идеале 200 грамм на 1 к 4. Печется он 40 минут при температуре 160 градусов. Мы можем его еще чуть-чуть вытянуть, если хотите. Зубочистку мы берем, прокалываем для того, чтобы лишняя влага выходила. Потому что если мы не сделаем этого, штрудель лопнет. И сверху посыпем сахаром сейчас. Он карамелизуется и смотрится очень красиво. Все в печку. 160 градусов, 40 минут.
очень благодарна моему руководству, что они позволяют мне работать на очень хороших продуктах. Я не работаю на ванилине, я работаю на ванильном стручке. Это самая дорогая специя на сегодняшний день. Но попробовав наш ванильный соус, вы поймете, как это вкусно. Вот эти точечки черненькие, это и есть ванильные семечки. Здесь желтки, сливки, взбиваются желтки, завариваются кипящими сливками. Многие к штруделю добавляют еще ванильное мороженое, но в нашем соусе, мне кажется, есть все. Абсолютно. Вот, смотри, 800 грамм мака. Ну, в этом кусочке сколько получается? 150 грамм мака на порцию. Макового удовольствия. Десерт, вызывающий привыкание, причем это не наркотик. Приятного аппетита. Бомба! Вот, смотри, видишь, какое тонкое тесто, очень много мака и вкуснейший соус. Но, как мне сказали, самое вкусное в этом штуделе остается кондитером. Это вот такой. Вот этот хвостик, он самый вкусный. У нас очередь Да? в Лондон Групп. А, то есть из всех ресторанов, что ли? Хвостики, все чтобы взять? рядом на озере. Кто успел? А сейчас кто-то остался без хвостика, ты понимаешь? Зухра Караманова. Великолепный маковый штрудель. И пока-пока.